У нас буквально горячее включение. В Грузии начался кризис евроинтеграции. В парламенте драка, на улице митинги. Пишут, что Евросоюз больше не возьмет к себе Грузию. И все из-за того, что Грузия пытается усидеть на двух стульях. Главная проблема с европейцами – это то, что мы уже налаживаем отношения с Россией. Это касается безвизового режима, это касается то, что вот самолеты летают уже из Москвы, из многих российских городов. Например, посол Америки вышла инициатива и сказала: зачем вам надо прямые сообщения с Россией? Зачем надо? Зачем вам надо отношения иметь с Россией? Они недовольны, что уже миллионы туристов приезжают у нас из России. У нас тесные отношения с Россией. Наша власть не ругает, как Саакашвили, российскую власть. И вот эта проблема у них. Каждый грузин знает, что если мы пойдем пути Евросоюза, мы получим снова то, что получили в 2008 году. Европейцы говорили нам, что мы примем вас в Евросоюз, мы примем вас в НАТО. Никто не хотел принять нас. И сейчас никто не хочет нас принять. Они хотят, чтобы Грузия была какая-то страна, которая систематически будет какие-то проблемы создавать на границе с Россией. У них такая цель. Так сделал Саакашвили, так делал раньше и на последних годах еще Варнадзе тоже. И сейчас им нервирует вот эта ситуация. Они не хотят, что наша власть вела прагматичную политику с Россией. Вот это во всем виновато вот все это. А то, что они говорят, что как будто ущемляется прав граждан Грузии, кто-то там бастует, кого-то арестовали. Так, если сказать, при Саакашвили, да, люди уничтожали в тюрьмах, расстреляли митинги, убивали каждого фактически протестанта. Беззаконие творилось, и американский посол говорил, что это эталон демократии. Саакашвили эталон демократии. Никто не говорил тогда с оппозицией. То, что творилось с 2003 года до 2012 года, это беззаконие было, это диктатура Саакашвили. И тогда они поддерживали Саакашвили, потому что Саакашвили вел антироссийскую политику. А сейчас, когда все сменилось, там уже не нравится им наша власть. Вот это главная причина, потому у нас как-то не наладились отношения с Европой. Власти Грузии, в свою очередь, их обвинили в советских методах. Что это значит? То есть так удивительно, оказывается, Европа сегодня устраивает постсоветским республикам советские репрессии. Вот в этой формулировке я не согласен с нашей властью. Они это потому говорят, что как будто вот сейчас преподнести такую политику, как будто мы не пророссийские, мы далеки от методов советского там режима. Что было плохое при Советском Союзе? Да? Что было плохое? Какой методом они говорят? Грузия свободна, больше свободно было при советской власти, чем сейчас. У нас был гимн, флаг, герб. Никто из Москвы не вмешался в наши внутренние дела. Вот, например, законодательные органы избирали тех людей, которые хотели в районах, в селах. Мы были свободны. Грузия была самая могучая страна. Нас называли советской Швейцарией. Вот если сравнять Российской Федерации, лучше жилось нам, чем россиянам в Москве, например. Лучше, лучше. И люди очень богато жили, все было хорошо, защищены были все, никакой дестабилизации не было. Вот это было самое, что независимость, вот мы были вот, независимы в те года. А сейчас, когда наша власть говорит, что какие-то советскими методами, вот если бы они советскими методами сейчас наше государство, они как-то правили, люди были довольны, потому что школа была бесплатна,
сады были бесплатно, учения были бесплатно, жилье дали бесплатно у нас каждому грузину, путевки были бесплатно. О каких советских методах вы говорите, известно, неизвестно. Люди соскучились вообще-то при Советском Союзе. Я, например, советский человек. Я вот поддержу, например, инициативу, если создается какой-то союз, это не знаю, это будет Советский Союз или союзное государство или что-то такое. У нас в Грузии ностальгия Советскому Союзу. Ностальгия. А когда власть говорит вот очень там отрицательно о Советском Союзе и методом о советских каких-то методов, для меня это оскорбление. Оскорбление каждого грузина. Мы не должны сейчас вести такую политику, чтобы вот как-то играть на каких-то эмоциях американцев и европейцев. Как-то вот мы отделяемся от Советского Союза, от методов. То, что было в Советском Союзе, это было все плохо. Нет, дорогие друзья. Советский Союз это был настоящий рай для обычного человека. Это был рай. Это был рай, потому что каждый сейчас, вот, например, не создаются у нас семьи, потому что не может человек купить квартиру. И он уезжает в Европу, за границу, получает там гроши. Не может там обычный грузин пойти к доктору, потому что вот там очень огромные там цены. Не может семья позволить себе поехать отдыхать на море или в горах. А в Советском Союзе все было по-другому. И сейчас кто-то, если говорит о Советском Союзе, что-то там подумает, о чем он говорит. Буквально недавно произошла драка во время отчета премьер-министра Ираклия Кабахидзе. И сразу стало понятно, что оппозиция как будто бы никогда в жизни с властью не сможет договориться, раз уже переходит к таким силовым методам. У нас никакого оппозиции фактически нет в Грузии. Те люди, которые начали там беспорядки в парламенте, это партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Георгий Гахария сейчас находится в Европе и хочет какие-то беспорядки вести в парламент и в Грузию, но у него никакого влияния, никакой там поддержки нету от населения. И фактически у нас в Грузии нету партии, оппозиционной партии, я говорю, который поддерживал народ. Нету такого. И сейчас они хотели вот этот спектакль как-то преподнести людям, что вот как действует власть. Ты, если будешь ругать власть, если будешь там обвинять во всех грехах, там сам начинаешь драку, потом грузины эмоциональный, вспыльчивый народ. Если ты сейчас материшься, там, ты получишь там по башке. Если ты будешь там кричать в стороне матери и будешь там ругать меня, ты спасибо никто не скажет. Они хотели преподнести картинку. И они картинку создали. Картинку создали, что вот в парламенте люди дерутся. Я думаю, что власть чуть-чуть должен было бы как-то сдержанный был, потому что не должно было бы вот это случиться, что случилось. Но вы поймите, и народ понимает, и все понимают, что есть у нас какие-то партии, как будто оппозиционные партии, но эти партии связаны с властью. У них такие вот политика, как будто обвиняют власть, как будто критикуют. Но это все знают в Грузии, маленькие мальчики тоже знают, что вот это подкупленные люди, и у нас никакой оппозиции на данный момент нету. Вот вы Нету. говорите, что оппозиции нет, однако, опять же, премьер заявил о том, что хотят запретить любые оппозиционные партии. И я цитирую, он сказал, что именно запрет оппозиции приведет страну к политическому спокойствию. Нет, это не касается каждого, это касается только тех партий, которые связаны с национальным движением.
Так невозможно партии запрещать. Надо точно сформулировать позицию нашего премьера. Он не сказал, что мы запрещаем каких-то партий оппозиционных. Это связано с тех партиях, которые связаны с национальным движением. Это связано с тем людям, которых руки в крови, которые начали войну против России. Мы Это говорим про те люди, партию которые... Саакашвили, мы говорим про вот эти. Да, да, это партия Саакашвили, это те партии, это те люди, которые вышли из национального движения, создали такие партии, маленькие партии, и называют себя оппозицией. У нас сейчас вот это сателлиты национального движения, партии, которые связаны с Саакашвили, 3 или 4. И у них и телевидение, и финансирование, об этих людей сейчас идет речь. Они тех, кто, например, человек хочет создать какую-то партию, не проблема. Так никто не говорил, что мы запрещаем оппозицию. Это неправильно. Они запрещают те партии, которые связаны с национальным движением. Партия, которая очень много плохое сделала для нашей страны. Она убила будущее нашей страны. Сейчас, если у нас проблемы, это идет все от национального движения. Они начали войну, они начали вот это беспорядки, они угробили нас фактически. Они уничтожили нашу молодежь. И как можно сейчас вот дать этим людям возможность, что они были в политике. И сейчас вот если бы после войны 1945 года, например, нацисты, бывшие нацисты создали какие-то партии и дал возможность Германия и европейцы, чтобы они были еще на политическом орбите. Это допустимо было, да? Недопустимо. Так бывшие национальные, бывшие фашисты, не хуже, вот наши национальные, не хуже них, их так, фашистов. Это немцы, там, которые там воевали против нас. Они как-то думали, что вот воюют за Германию. А эти наши фашисты, которые были у руля власти, они против нас шли, против нас. Они уничтожали грузинов. И, конечно, народ, за что эти партии, которые связаны с национальным движением, они, конечно же, будут запрещены. А обычные партии, которые не связаны с национальным движением, и люди, которые не связаны с национальным движением, они, конечно же, могут вести политику, баллотироваться в парламент, никаких проблем нет. Но вот точно надо формулировать цитаты нашего премьера. Если бы Грузия все-таки приняла одну из сторон, то есть вот она выбрала либо четко с Европейским Союзом, либо только с Российской Федерацией. Дело в том, что наша власть ведет прагматичную политику в отношении с Россией. Обычный грузин еще больше требует от власти. Мы, например, я тоже, например, требую, чтобы у нас был прямой диалог с Россией. Вот сейчас идет речь о женевском формате. Надо оканчивать вот этот женевский формат, который ничего не дал в нашу страну. Есть альтернативные форматы, минский формат, может быть, московский формат и любой другой, где мы будем встречаться тет-а-тет с Россией. Мы хотим интеграцию в России. Я неоднократно говорю, что мы хотим войти в союзные государства, где находится Беларусь и Россия. Каждый грузин мечтает об этом. У нас не пророссийская власть, у нас прогрузинская власть. Но что касается отношений с Европой, мы хотим нормальные отношения с каждой страной. И каждым блоком, каждым субъектом. Но сами европейцы это не хотят. Они хотят, что у нас была, вот, как я сказал, такая враждебная политика с Россией. Они сами знают, что мы одни будем в этом противостоянии. Когда у нас, например, была война, это трехдневная война с Россией, никто нам не помог. Это я хочу сказать и молдаванам, которые пропитаны там политикой Майя Санду, как будто европейцы помогут молдаванам. Никто не поможет вам. Как не помогли нам в 2008 году. Нас оставили одним. Мы получили только памперсы и минеральные воды, как будто у нас минеральной воды не хватает в Грузии. Ничего, никакой поддержки, все спрятались, как зайцы.
У нас была война, до войны все говорили, что мы поддержим вас. Вот даже тогда вот вспоминает председатель парламента Нино Бурджанадзе, вспоминал, что его позвонил президент Саакашвили, когда вот начиналась война в 2008 году, и говорит Саакашвили Бурджанадзе: ты сейчас включи телевизор, сейчас будут выступать президент Америки, и он скажет, что направляет войска на стороны Грузии, чтобы американские солдаты будут воевать на стороне Грузии. Вы понимаете, какой сумасшедшие вещи говорил этот идиот? И он думал, что американцы поддержат его. Но это не было из официального Вашингтона. Его говорил Маккейн. Маккейн, который как собака лаял против России. Его обманывали. Официальной позиции Америки не было, что они поддерживают. Кулуарно говорили какие-то демократы, какие-то сенаторы, конгрессмены, что мы поддержим, но официально нам никто не поддерживает. И мы хотим дружеские отношения иметь и с Евросоюзом, и европейскими странами. Но на сегодняшний день это невозможно, недопустимо, потому что как фашизм пришел из Европы, так и сейчас фашизм идет из Европы. Те люди, те лидеры, которые возглавляют европейские страны, они обыкновенные фашисты. Например, все послы, которые сейчас находятся в Грузии, это посол Германии, посол Франции, посол Великобритании, они ходят на митингах, понимаете? Они ходят на митинги, они награждают оппозиционных лидеров. Вот на днях, например, Майя Санду наградила бывшего президента Саломе Зурабишвили, который тоже участвует в государственных переворотах. Для нас тоже был шок. Майя Санду вмешается в наши внутренние дела. И он окончит так, как окончил Михаил Саакашвили. И хочу сказать обычным молдаванам, что вы так будете освободитесь от этого диктатора Санду, как мы освободились в 2012 году от Саакашвили. Невозможно, что такое произошло систематично. Санду сейчас ведет Молдавию пропасти. А сейчас, если сравнять Молдавию или Грузию, у нас тесные отношения с Россией. У нас миллионов туристов приезжают уже. Открывается много фирм российских, строительные там бизнес-субъекты. Многие грузины приезжают, делают бизнес. Сельскохозяйственная продукция ходит на российский рынок. У нас очень похожая судьба. Я очень люблю Молдову, молдаван. И знаю, что вот какого высокого качества сельскохозяйственные там продукты в Молдове. Я хочу, чтобы, например, в обычных супермаркетах и гипермаркетах продавались молдовские продукции. Потому что это не хуже, чем вот те продукции, которые вводят там из Европы. А вот на сегодняшний день мы наоборот требуем нашу власть, чтобы она еще далеко пошла, еще далеко. Мы хотим, каждый грузин хотим, что побольше интеграции с Россией. ОДКБ, СНГ, союзные государства. Вот это главное, что мы хотим на сегодняшний день. И хотим, конечно же, нормальные отношения с Европой. Но я сказал, что с Европой, с этой Европой, ничего не видит, пока не сменится там политика. Например, в Словакии и в Венгрии там по-другому еще ситуация. И, например, Орбан был большим другом нашей страны, и словакский лидер тоже. Там есть страны в Европе, которые рассуждают нормально, европейские лидеры. Но есть те страны, большие страны, это Франция, Германия и Британия, которые, к сожалению, идут в враждебную политику не только с Россией, и с Грузией. И они поддерживают Майя Санду, который, я думаю, окончит, как Саакашвили окончит. А сейчас, на данном этапе, ваше мнение, существует угроза все-таки втягивания Грузии в военные конфликты и открытия еще одного фронта против России? В данный момент такой угрозы нету, потому что идти против России это самоубийственно.
для нашей страны. Как может маленькая Грузия противостоять с Россией? Мы друзья навеки. Каждый грузин погибал и в Российской империи, и в Великой Отечественной войне. Мы когда воевали, воевали за Россию. Мы часть русского мира. Это должны все знать. И те русофобские какие-то заявления, когда идут, это не является мнением грузинского народа. Да, они хорошо поработали с молодежью, но у нас тоже сейчас изменяется политика, и в этом направлении изменяются ректоры в университетах, изменяется и ситуация с финансами, не получают университеты поддержку от враждебных стран университетов. Джордж Сорос как-то уже оканчивает у нас, потому что фонд Сороса очень активен был в этом направлении. Сейчас у него нету такой поддержки уже, потому что, я же сказал, мы приняли закон о иноагентах, и думаю, что никаких проблем со стороны Грузии не будет. Мы наоборот, мы будем поддерживать Россию, и мы будем с Россией навсегда. Не все грузины разделяют вашу позицию. Мы читаем вот комментарии под нашим интервью, даже которое вышло. Люди писали, что пока Россия не вернет территории, грузинские территории, Россия не может рассчитывать на прощение даже тех же самых абхазов и осетин. Я никогда не говорил, что 100% живущих в нашей стране мыслят, как я размышляю. Конечно же, наша цель каждого грузина — восстановление территориальной целостности нашей страны. Ни один грузин не смирится с этим, что Абхазия и Осетия были вне нашей страны. Наша цель — восстановление территориальной целостности абхазами, осетинами, мы братья. И что произошло в те годы, в 90-х, это была провокация западных стран. И это знают в России, и это знают в Абхазии и в Осетии. Это что произошло, это было инспирировано из Европы. А о чем идет речь? Сейчас, вот когда говорят, что пока верните, а потом будем говорить с Россией, это вообще-то и какой-то, честно говоря, такое высказывание в дипломатии возмутительно. Потому что если кто-то тебе отобрал, и если ты не контролируешь какие-то территории, ты должен поговорить с теми, кто тебе это что-то отнял, да? А сейчас вот такую позицию ставить, как будто у нас есть ядерное оружие у Грузии. Если вы не вернете, тогда мы не будем... Ну, не вернут. И что ты будешь делать? Не вернут. И эта позиция была у Саакашвили. И сейчас вот некоторые политики тоже повторяют. Российская сторона неоднократно сказала в своих высказываниях, были вот министра иностранных дел, неоднократно вышла Мария Владимировна Захарова, которая сказала: мяч на стороне Грузии. Они ждут от нас, что мы будем начинать разговор с Россией. Я думаю, что те проблемные вопросы, которые существуют сейчас, надо решать тет-а-тет. Но это не будет так скоро и так сразу ничего не будет. Так, вот и когда сядешься с обычными россиянами, он спрашивает тебя: ты уважаешь меня? Вот если ты уважаешь, тогда начнем мы разговор. А когда нету уважения, нету, тогда ничего не видит. Главное сейчас для нашей страны, чтобы было уважение и с Осетией, Абхазией, и с Россией, и тогда все видит. Нету никакого вопроса, которого невозможно было бы решить. Мы знаем, что унитарное государство, которое было раньше, не будет. Не будет. Абхазия и Осетия получат широкие, очень большие там права в нашем государстве. Мы создадим такое государство, что они будут защищены, и
Столько в Грузии сейчас, например, живут вот на территории Грузии, я читаю и Схинвал сейчас читаю на территории Грузии, но и те люди, которые живут сейчас Осетины, вот в тех территориях, которые мы контролируем, больше осетинов живут у нас, чем, например, в Схинвале или Владикавказе. Больше осетинов живут у нас. О какой вражде сейчас это идет речь? И с абхазами у нас будут, я знаю, что там что-то там есть проблемные вопросы, но мы решим это с помощью России. Да, сейчас вот никто не говорит, что вот этот вопрос срочно надо решить, пока надо восстановить. Должны знать и все люди, которые вот что случилось у нас в 90-х. В 2008 году это была провокация со стороны Европы. Если мы говорим, что в Украине что случилось, это виноват все НАТО и европейцы, почему не считаете так и с нашей страны? Я думаю, что мы решим все вопросы, и то, что сейчас у нас в Грузии кто-то ведет антироссийскую риторику, это все оплачено. Даже те комментарии, которые вы сейчас читаете над нашей передачей, есть какие-то тролл-боты, которые получают деньги, вот это все неоднократно твердят, говорят и читают, и вижу одно и то же там какие-то боты и тролли. Это все оплачено. У них есть группы, например, и в самом Грузии 20-30 человек передвигаются в столице и оскорбляют, например, людей, у которых есть пророссийская позиция. Они не трогают обычных туристов, но они трогают, например, есть какие-то спички политиками, у которых есть пророссийская позиция. Ну, пророссийская позиция я уже объяснил. Прогрузинская позиция. Они называют пророссийскую позицию те позицию, которая вот связана вот, наладжение отношений России с Грузией. Об этом я говорю. Вы сейчас, находясь в Российской Федерации, пока вы находитесь на учебе, вы сейчас спокойно можете приехать к себе домой, и вас никто не будет ни проверять, ни допрашивать. Условно, вы как гражданин своей страны спокойно можете заезжать к себе домой, потому что сейчас в Молдове с этим есть проблемы, даже для граждан Молдовы. Будучи гражданином Молдовы, если ты был в России, ты приезжаешь домой, и есть большая вероятность, что тебя задержат на границе. Дело в том, что до этого, до сегодняшнего дня никаких проблем не было. Я очень часто приезжаю в Россию на конференциях, на мероприятиях, и никаких вопросов не было в Грузии. Но я сейчас уже постоянно в основе живу в России. Я учусь в аспирантуре на политологии и очень таком крупном государственном университете. У меня всегда был цель находиться долго в России, потому что я вот, несколько дней приезжал. Я очень люблю Россию. Я не считаю, что сейчас нахожусь в гостях. Это наша страна тоже. Эту страну и грузины создали с помощью Лаврентия Берия, Иосифа Сталина и многими теми людьми, которые воздвигли эту страну и в Российской империи. И если эта страна на сегодняшний день существует, это благодаря великим грузинам, Лаврентам Берия и Иосифа Сталина. И многим еще грузинам, которые сейчас живут здесь и очень внушительный вклад делают в укрепление там России. И, честно говоря, я не думаю, что вот какие-то проблемы создаются, но есть у нашей власти агентура Запада. Вот последние месяцы у нас произошли нехорошие вещи. Я ведущей передачи тоже вам сказал об этом, что арестовали директора Евразийского фонда Батар Цвиладзе. Я думаю, что это большое беззаконие, потому что этот человек трудился для укрепления российско-грузинских отношений. И Мария Владимировна Захаровна на брифинге сказала, что это вообще-то сюрприз был, потому что этот человек много делал для России, для Грузии, создал организацию против русофобии, и она сказала, что может
поэтому его арестовали, что кто-то не хотел, чтобы в Грузии боролись с русофобией. Я думаю, что я раньше тоже говорил и сейчас повторяюсь, что внутри власти есть агентура Запада. И, наверное, наша власть не контролирует шаги, которые они предпринимают. Вот есть у нас вот тех людей, хочу говорить, которые очень много делают о российско-грузинских отношениях. И один из них Александр Беженцев, представитель русской диаспоры Грузии в третьем поколении. Сегодня он возглавляет три ключевых направления работы соотечественников в стране, исполняет обязательства председателя Координационного совета Организации российских соотечественников Грузии, руководит Союзом русской молодежи в Грузии, возглавляет Центр правовой защиты русских соотечественников Грузии. И то, что делает он, ну, восхищает меня, потому что работает уже более 20 лет. И вот на этих людях держится сейчас наше государство, потому что такие люди нужны нашей стране, потому что вот Александр Саша Беженцев делает настоящее российское и грузинское дело. И я думаю, что надо поощрять этим людям, помогать. Сейчас фактически никакой финансирования нету у организации Александра Беженцева, и как без бензина машина не пойдет, так и без финансов никто не может делать. И плачевная ситуация в наших странах, и в Молдавии, и в Грузии, потому что не поддерживает Россия мягкой силы. Это я неоднократно говорю. Я неоднократно говорю это и теми людьми, которые косвенные отношения имеют в вот это направление. Потому что сейчас, например, в Грузии очень активно действует Запад, Америка, европейские страны, Турция, а Россия, к сожалению, вот этом направлении затормажено так. Да, бизнес представлен в нашей стране, активно идет финансирование многих проектов, но надо поддержка тех людей, которые работают для укрепления российско-грузинских отношений. Какие три главные ошибки вы можете обозначить во времена Саакашвили, что совершила та власть, что в итоге привело к военному конфликту, и что должны услышать те же самые молдаване, которые постоянно мы слышим от властей Молдовы, надо бояться грузинского пути. Вот на ваш взгляд, что должны знать простые молдаване на опыте Грузии? В первую очередь, вы сказали три ошибок, да? Так очень, это очень так, такое, как я могу в трех это, все это ставить, потому что он очень много ошибок делал. И довести до трех очень трудно будет, потому что у Саакашвили каскад ошибок был. И если скажут, вот выделить каких-то очень больших ошибок, это главная ошибка. Не только ошибка, это преступление было, что он пошел против воли грузинского народа. Да, есть у нас какие-то антироссийские силы, но это 10-15%. И большинство грузинов за Россию. А если ты президент Грузии, да, или президент Молдовы, например, к сравнению, ты должен вести политику, как требуют грузинские и молдавские молдаваны, да. И сейчас требование грузинского народа было то, что надо восстанавливать территориальную целостность, и это невозможно без поддержки Российской Федерации. Надо такое хорошее отношение иметь с Россией, чтобы мы все проблемные вопросы решили. Когда сменился у нас власть, вот шли, революция уже шел в 2003 году, у нас приехал тогдашний министр иностранных дел Иванов. И он даже выступал на митингах, кричал «Сакартвело, Сакартвело, Гаумарджос».
предки Иванова в Грузии, у всех фактических сегодняшних политиков России есть какие-то грузинские корни. Даже вот Лавров, например, жил в Грузии, знаете или не знаете. Примаков тоже жил там у нас в Грузии. И многие политики, которые сейчас в активной политике, Касьянов, который из Абхазии, да, и многие там грузины, сейчас не могу еще всех пересчитать. Главные фигуры, которые есть, ну, родились в Грузии. И у Примакова была очень такая твердая позиция, что надо как-то помочь Грузии. Я вот вспоминаю, один вечер был Примакова, день рождения было Примакова, и тогда ни один грузин не забудет тот речь, который был у Владимира Владимировича Путина. Когда его спросили вот о восстановлении территориальной целостности, он сказал, почему и нет? Почему и нет? У меня в ушах жужжит вот это слово. И грузины ожидали от Саакашвили, что мы пойдем по пути от Беларуси, как Александр Григорьевич наладил отношения и укрепил отношения Беларуси и России, так укрепит отношения с Саакашвили. И началось очень хорошо, вы знаете. Очень много визитов был у него в Москве, очень много визитов. И он говорил, что вот когда я вижу глаза Владимира Владимировича Путина, это глаза доброго, так справедливого человека. И мы верим, Владимир. Он очень хвалил президента в России. Очень хвалил. Восхищался с ним. И власть тоже восхищался. И у нас проблемы были с Аджарией, тогда с Асланом Башидзе, и решил вопрос Россия, что так, что вот без крови, без ничего решился этот вопрос. Я думаю, что Аслан Абашидзе большой патриот Грузии, и не должно было случилось, что произошло, но все-таки случилось. Ну и Россия помогла Саакашвили. Потом вышли базы там у нас из Грузии. И у нас были хорошие отношения. Россия требовала от нас чего? Чтобы создать в Аджаре антитеррористический центр, в котором были бы и грузины, и российские солдаты. И согласился Саакашвили. И тогда Владимир Владимирович, вот это откуда я знаю, что он сказал или кто сказал, вот Хаиндрава говорил, например, бывший министр Хаиндрава, который сейчас проправительственный эксперт, он сказал, что Владимир Владимирович говорил, что у вас не будут проблемы с Хинвалом, и мы поможем его с Абхазией, просто вы ведите те политику, которую поддерживает и наш, и ваш народ, и в ваших интересах, и наших интересах. И думаю, что этот антитеррористический центр, который бы создалось бы, это было для блага Грузии, потому что сейчас влияние Турции на Грузию очень огромное. Там идет исламизация в этом регионе. И этот регион был бы защищен Аджаре. И это было вот очень большой шаг для укрепления нашего государства. Он согласился, Саакашвили, а потом изменил позицию, наверное, его там вверху европейцы и американцы сказали, ты что, охренел, ты почему такие шаги должен предпринять? Если ты хочешь остаться у руля власти, не соглашаешься с Владимиром Владимировичем Путиным. И он изменил эту позицию, и тогда Владимир Владимирович сказал, что нас грузины кинули. Нас кинули грузины. И потом пошло то, что пошло. Ты, когда обманываешь такую большую страну, получишь потом то, что получили мы в 2008 году. Он думал, что начнет там действия, те действия, которые повлекли бы уход России из региона. Он говорил, что здесь войдут НАТО, флаги НАТО будут в Абхазии, там в Осетии. Никто не допустит. Это знали бы и молдаване, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, что ты, если идешь против России, ты идешь в пропасти. Это элементарная аксиома, дважды два. Идешь против России, идешь в пропасти. И по тому пропасти пошло Грузия в 2008 году, и по тому пропасти пошло Украина.
Вот посмотрите, как процветает Беларусь. Потому что все предприятия работают, все фабрики, все заводы работают. Ни одного безработного человека там нету. Потому что Лукашенко оказался самым мудрым деятелем и лидером постсоветском регионе. И мы сейчас, вот когда ошибок делать, самый главный ошибок Саакашвили был, что он пошел против России, разорвал отношения с Россией. Потом он начал идти против и воли народа. Он расстрелял митинги, арестовал многих лидеров. Фактически он уничтожил генофонд грузинского народа. Все те люди, которые боролись против него, он уничтожил. Он уничтожил экономику. Он вел такую политику, которая фактически задушил нашу предприятие. Он те заводы, те фабрики, которые действовали, он все закрыл, придушил. И с этим начались у нас большие проблемы. Он фактически ввел такую политику, вот невозможно, вот кратко сказал, фактически он был диктатором. У него все знали, что у него была любовница, все песни, которые там представляли такие известные там певицы, он дал одного из его любовниц. Фактически у него было такое государство, где вот, ну это фактически мини-бордел, понимаете? Каждая женщина, которая входила в его кабинет, мы знали, что там случалось все это. Он правил, вот даже Георгий Хайндрауэр создал фильм «Идиократия», все в том это включено. Он был ненормальный, он был наркоман. И сейчас вот такого лидера поддерживал Запад. Это было оскорбление. И потом он начал политику, которая уничтожил и национальные интересы наши, дал гражданство тем людям, которые боролись против Грузии. Многие миллионы грузинов уезжали при Саакашвили. И сейчас мне больно, когда смотрю Молдавию, как много молдаван уезжают из страны, как закрываются предприятия, какой безработица идет там. И арестовали там лидера Гагаузии, эту женщину, которая боролась за свой регион, боролась, чтобы там экономическая ситуация поднялась в его регионе. И сейчас вот Майя Санду, это маленький Саакашвили, он тоже так ведет политику. Он диктатор, она вообще-то ведет политику, что я хочу, то я буду сделать. Вообще народ никто не спрашивает. И я думаю, что молдаваны мудрые люди, и думаю, что не потерпят то, что потерпели мы много лет. Вот я потому говорю, что она окончит так, как окончил Саакашвили, потому что мы так, ну, 9 лет терпели, но все уже дошло. Вот так и в Молдове. Люди терпят, но потом произойдет то, что мы видели и у нас. И сейчас все говорят, что Саакашвили демократ, он ушел после выборов. Он не ушел демократическим путем. Он хотел фальсифицировать выборы. Но уже народ вышел на улицах и знал он, если он не уйдет, его ждет участь там диктаторов. И придет время, я уверен, если не уйдет Санду, он окончит, как окончил Чаушеску. Но к сравнению Чаушеску очень много делал для румынского народа. И думаю, что это, что сделали там европейцы в Румынии, это было беззаконие. Потому что Чаушеску был патриотом Румынии. А этот Санду вот окончит тоже так.
как Чаушеску окончил. Потому что уже я знаю, какой большой несправедливость, пик несправедливости есть в Молдове. И невозможно. Вот сейчас волнуют каждого молдавана территориальные проблемы, как у нас. Вы никогда не можете ваши эти проблемы решить без России. Невозможно это. Это элементарный аксиом. Если хочешь жить нормально, процветать экономически, жить стабильно, ты должен иметь хорошие отношения с Россией. Я это говорю уже 15 лет и не устану повторять это, потому что это доказала жизнь. Вот истина моих слов доказала жизнь, что без России и против России идти, это губительно. И мы видим, что творится сейчас в Украине, и думаю, что нехорошее там будущее есть и у Армении, потому что Пашинян тоже выбрал тот путь, который губительный армянского народа, и думаю, что очень много там у нас будет каких-то перепалок там и непростых вещей мы увидим в регионе и в бывших постсоветских странах. Удастся ли Грузии стать частью ЕС и сохранить дружбу и отношения экономические с Российской Федерацией? Или ЕС все-таки будет категоричным, и Грузия тогда потеряет любые связи, помощь со стороны Европейского Союза? И как себя поведет Европейский Союз, если Грузия не подчинится и не послушается? Мы вообще-то уже потеряли всякие финансовые помощи, уже давно уже потеряли. Никакой финансовой помощи от ЕС у нас нету. Они заморозили те финансовую помощь, которую мы получали от них. 90% вот этой общей суммы, которую они тратили, это все шло в неправительственных организациях, в телевидении, которые они финансировали, это шло против нашей страны. Против нашей страны шло эти деньги. А сейчас только единственный вот положительный эффект, который есть от ЕС, это безвизовый режим нашей страны. Вот если они делают так, что будут отнимать вот это счастье, которое есть обычного грузина, что без каких-то виз они въезжают в европейских стран, до этого мы жили без виз в Европе и будем жить. Если они хотят отнять нам, так отнимите. Большие средства от этих безвизового режима идут в сторону европейских стран. Сколько грузинов приезжают там, платят деньги, сколько бизнесов. И если мы получим удар, что невозможно будет уезжать без виз в Европе, так и европейцы получат маленький какой-то удар финансовый удар. И еще один. Многие грузины воевали в Ираке, в Афганистане. Если там один американский солдат стоит $1 миллион, грузинский солдат вообще ничего не стоил. Они ничего не платили. Если бы умер какой-то, и много умерли наших соотечественников, которые воевали в Афганистане, в Ираке, вот, в миссиях НАТО. У многих создалось проблемы со здоровьем. Никаких помощи от них не получали. Только наше здравоохранение помогло этим ребятам. Это все вы сейчас можете будет задать вопрос им. Тогда почему шли вы в этих регионах, горячих регионах, почему воевали ваши солдаты? Потому что они обманули нас. Они сказали, что вы, если будете воевать там, мы примем вас в НАТО, примем вас в Евросоюз. Они обманули. Ничего не дали нам. Ничего не дали. Никакой пользы от Евросоюза Грузия не принял. Если финансирование шло, это шло неправительственных организаций, только 10% от общей суммы шли там каких-то муниципальных там расходов, что там надо было бы строить дороги, там мосты. Вот это 10% от общей суммы. А если они хотят и требуют, что ради того, что какие-то еще
отношения были с ЕСом и разорвали мы отношения, какие отношения сейчас минимальные имеем с Россией, это невозможно, это не согласится наша власть. Сейчас ты, обычный турист, приходишь, например, в супермаркет, магазин, 90% продукции там Российской Федерации. И электроэнергия мы получаем из России. Бензин, нефть, все получаем из России. Туристы, которые въезжают, ходят в нашу страну, россияне. Американцы не то, что трудные моменты нас не поддержали. Даже туристов нету, американцев и европейцев. Они не хотят вообще-то попробовать нашу грузинскую кухню, приезжать посмотреть нашу страну. О какой военной помощи идет речь? И это хочу сказать и молдаванам. Вы не ждите никакой помощи от европейцев. Посмотрите там Литву, Латвию, Эстонию, какая там ситуация. Ушли вообще, эта страна, что происходит в этой стране? Страшная миграция, страшные цифры самоубийств. Что, процветает там экономика, создались там рабочие места, там что, фабрики возникли, там заводы там что новые, там Прибалтике. Ничего нету, никакого добра нету там. А где стремитесь вы? Я знаю, что, как и у нас в Грузии, перевернули какие-то мышления, особенно у молодежи в Молдове. Что посмотрите, посмотрите, что творится в Украине, посмотрите, что было у нас в 2008 году, когда был Саакашвили. Конфронтации с Россией ничего добром не дойдет. Ничего не получите с конфронтацией с Россией вы. Я умоляю вас, что я очень люблю Молдову, что я хочу, что не пошли бы на пути Саакашвили, не Грузии, который был у нас путь правления Саакашвили. Умный человек свое будущее строит над ошибками своих соседей. Не повторяйте наши ошибки. Спасибо вам большое, Николас. И вам спасибо. Большое спасибо.